Приветствую вас, дорогие тельцы, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и я для вас записываю прогноз на неделю с 11 по 17 марта. Эту неделю и следующую я буду писать на своей новой колоде, у меня такая вот есть горизонтальная, интересная новая, потому что круглая мне нужна в прогнозах на триместр. Я ее не буду мучить и в двух форматах использовать, так что будем смотреть на этой. Значит, смотрим мы, тельцы, покажите мне настроение тельцов, личную жизнь, работу, деньги и здоровье. 5 карт подряд. Покажите мне с 11 по 17 марта информацию для тельцов. Так, первая карта. Ой, захотелось перевернуть. Ну хорошо, захотелось, оставляю. Вторая карта – это личная жизнь, работа, деньги и ваше самочувствие. Настроение хорошее, настроение рабочее у вас. Готовы работать. Смотрим кубики. Покажите мне, пожалуйста, для тельцов период с 11 по 17 марта. Для тельцов информация. Пятый дом. Ну, кубики говорят, что вам надо как раз посвятить время именно больше хобби, увлечениям, спорту, отношениям, любви, чем работе. А вот видите, настроение говорит, я настроен пахать, работать. Знак зодиака Козерог. Общение с козерогами. И солнышко выпадает. На вас сильно будет влиять солнце. А солнце всегда дает желание быть в центре внимания. Видите? Желание быть в центре внимания. Дает такое лидерство, независимость, дает много энергии, что хорошо. Вы можете быть очень энергичны на этой неделе. Защиту дает, вы под защитой высших сил, ничего плохого не происходит. Но самое главное, это, конечно, такой, знаете, эгоизм и желание быть в центре внимания. Вот кажется, что я центр, вокруг которого все должны крутиться, вертеться. Это как и минус проигрывается иногда. И плюс еще пятый дом. Пятый дом у нас как раз солнце отвечает за пятый дом. Так что тут это будет усиливаться история. Но если мы берем ваше настроение, мне карты показывают, что, во-первых, ваша стихия – земля. То есть вы чувствуете себя очень комфортно на этой неделе. Вы готовы сотрудничать, работать, потому что любая тройка, она всегда показывает коллективы. Она всегда показывает много людей. Троечка – это всегда рост, какая-то продуктивность, желание какой-то деятельности. Вот мне хочется что-то делать, мне хочется давать какой-то результат. Поэтому я думаю, что видите, как вы настроены на работу, а обстоятельства как-то больше вас подталкивают к какому-то отдыху. Ну, сейчас посмотрим по сферам, что сферы нам еще покажут. Личная жизнь. Личная жизнь. Король жезлов. Здесь мне показывает человека в семье. Кто-то в семье выпал. Король жезлов по описанию могу вам описать. Значит, человек-лидер, человек очень амбициозный, строит карьеру однозначно. Жезловые люди, они всегда, у них всегда есть карьерная лестница, они стремятся вперед. Упрямый может быть, эгоистичный может быть. Кстати, вы будете эгоистичны, и он эгоистичный. Он король солнца. Солнце – это его стихия. Значит, высокомерный иногда бывает. Кажется, что я номер один, я лев, я король, а вы тут не пойми кто. Я тигр, тигр нарисован, я тигр. Давайте посмотрим, какие между вами будут отношения, потому что у меня ощущение, что это может быть борьба за лидерство дома. Хотя эта карта показывает сотрудничество, что я могу с ним договориться, но я боюсь, что вы будете пытаться идти с ним на контакт, а он к вам будет относиться, смотрите, с позиции, видите, здесь 2 человека, они дают заказ этому человеку вам, то есть они указывают, что делать. Я боюсь, что здесь вы будете пытаться с ним договориться, а он все-таки будет гнуть свою линию. Покажите мне, как сложатся отношения между тельцом и королем жезлов. Как между ними сложатся отношения на этой неделе. Да неплохо, вы знаете, карта звезда, она мне показывает, что, возможно, вы даже будете нарастаем. Подождите, а может быть звезда, опять же, оба хотите быть звездой, оба хотите быть в центре внимания? Они оба борются за какое-то внимание, да, нет? Да, очень активно боретесь.
Хорошо, тогда покажите мне, что между ними происходит на этой неделе. Вот между ними какие отношения? Хорошие, нехорошие? Ага, нет, видите, все-таки рыцарь жезлов. Это борьба за лидерство все-таки. Вот каждый хочет быть звездой. И вы хотите, и он хочет быть звездой. И я боюсь, что на фоне вот этого вот у вас могут быть конфликты с этим человеком. А могут быть конфликты у тельцов с королем жезлов? Прям конфликты могут быть? Да, нет? Да, карта говорит, да. И причем на эмоциях все это будет. Знаете, вот прям очень эмоционально. Туз кубков. Да, да, да. Так что здесь мне показали, что в отношениях на этой неделе у вас в семье возможна борьба за лидерство, и это будет вот вас постоянно с кем-то сталкивать лбами. Кто это, я вам описала. Это может быть и мужчина, и женщина. Я думаю, что вы, скорее всего, узнали, что это за член семьи. Если вы один или одна, то, в принципе, для вас эта карта может показывать, что в вашей жизни появляется такой человек. Но как-то вот вам очень тяжело будет найти контакт друг с другом. Возможно, у вас будет знакомство через ссору, через какой-то конфликт, как вариант. Смотрим работа. Ой, на работе 8 мечей. На работе есть какие-то ограничения. Вы ограничены, руки связаны, не можете делать то, что хотите. Не можете на этой неделе. Вы можете оказаться жертвой кого-то. У вас может быть ощущение беспомощности по этой карте. Когда вот, ну, я не могу ничего сделать. Вот мне надо, а я не могу. Попадание в тупик, в какую-то неприятность, может быть, попадание, знаете, как в паутину. Вот вы как такая бедная мушка, которая запуталась в паутине и не может выбраться из нее. Обычно мечи показывают критику, осуждение. Вас за что-то могут ругать, например, на этой неделе. И опять же, да, то есть мы видим карту работы. Я стараюсь, я делаю, я выполняю, а вот у меня все время проверяют и критикуют. Да, говорят, вот мы тебя просили вот так сделать, а ты сделал по-другому. Почему? Вот как-то такое может проиграться. Так что, ну, к сожалению, вы видите. Опять же, 8 всегда говорит, что вы что-то сделали до этого не так. По 8 мы уже несем ответ за свои действия. То есть раньше что-то было сделано не так, и вы из-за своих каких-то неправильных действий сами попали в эту паутину. То есть тут не надо винить кого-то, не надо искать, перекладывать ответственность на кого-то. Карта говорит, что-то вот вы сделали не так, и теперь вы в этой паутине. И вы самостоятельно можете из нее и выбраться, эта карта говорит. Главное не расстраиваться, не впадать в панику, не впадать в эти негативные эмоции, не утопать в них, а просто вот разобраться с этой ситуацией. Там ничего критического нет. Ничего. Поэтому главное открыть глаза. Когда глаза закрыты, конечно, кажется, что все, конец света, потому что темнота, ты ничего не видишь. А если открыть глаза, то ты увидишь, что это там проблема там яйца выеденного не стоит. И все. Поэтому тут главная ваша задача не раздувать на работе проблему, а развязать себе руки и решить ее. Вы сами себе эти руки завязали. Не сказала, вот если вы ищете работу, как для вас может проиграться? Опять же, для вас карта показывает, что вы как будто бы то ли ищете не там, то ли ищете не то. Опять же, из-за вас происходит этот момент, что вы не можете найти. То есть как-то вы в этом виноваты. Вам нужно пересмотреть свои поиски, попробовать поискать по-другому, и тогда вот выход будет найден. Потому что сейчас вам кажется, что вы в тупике. Вот я как бы пробую, результата нет. Потому что надо что-то поменять, и тогда результат будет. Смотрим деньги. Деньги есть у вас? Ну, по деньгам тоже такая, знаете, карта не очень хорошая, потому что двоечка пентаклей, она всегда показывает, нам, знаете, как приходится приспосабливаться к разным мелким проблемам, которые возникают. Это всегда нестабильное финансовое положение. Деньги быстро утекают из наших рук, движение денег, когда вот очень много расходов может быть на этой неделе. Они приходят и тут же уходят, знаете, вот так вот как-то. Много финансовых каких-то мелких бытовых вопросов приходится решать, там заплатить, там что-то купить, там, ну, в общем, такой беготня. Снять деньги, поменять, в общем... К сожалению, я не могу обещать по этой карте много денег. Она говорит, хватает вот буквально тютелька в тютельку. Тут как бы и нужды нет, но и нет вот свободных денег. А все время вот приходится выкручиваться по этой карте. Так что вот так. Смотрим здоровье. Еще по здоровью выпала карта сила.
Здесь еще, возможно, не очень хорошо будет со здоровьем. Продолжается. У вас как-то вот последние недели, месяцы карты показывают, что здоровьем не очень. Надо заниматься собой. Карта давления. Сила – это давление. Сила – это, знаете, когда еще ты не можешь себе отказать в каких-то вредностях. То есть, когда ты не контролируешь внутри себя. Ты страстно чего-то желаешь и не можешь себе отказать, а тебе это вредит. И карта говорит, ну, блин, надо как-то с этим бороться. Ты же взрослый человек, ты же понимаешь, что это вредно. Поэтому заставляй себя. Ну, вообще карта говорит, что надо заняться здоровьем. Она, конечно, может показывать, да, вот как бы прилив сил, прилив, ну, как бы, да, вот сейчас астрологи могут со мной начать спорить, что это же типа энергия, силы, да, я понимаю, но эта же сила, она тоже дается не просто так. Да, нам дают эту силу, и в зависимости от того, в какой позиции она выпадает, допустим, там в работе, это значит будет проблема, и нам дали силы, чтобы победить эту проблему, там в отношениях, чтобы победить, там, разобраться в отношениях. А в здоровье она говорит, что тебе дается эта сила для того, чтобы привести свое здоровье в порядок. Для этого тебе эта сила дается. А не просто у тебя было много энергии, стало еще больше. Так что вот я бы сказала, что вам стоит уделить внимание себе на этой неделе. Да, у вас, конечно, могут быть на работе какие-то там, или в делах. Если вы не работаете, это могут быть дела. Карта показывает, ну, какие-то неприятности мелкие есть. Но все равно это не должно забирать весь фокус внимания ваш. Вы все равно должны вот не забывать про себя. Так, давайте посмотрим еще совет. 3 плюс короля не считаем, 8 плюс 2. И карта сила – это 11-й аркан для меня. Вы можете считать, как вам удобно, как нравится. Я спорить не буду. 24 – это у нас 2 плюс 4 – 6. Шестой старший аркан показывает, что вы можете стоять перед выбором даже на этой неделе. Также он может показывать, вот смотрите, у вас выпадает тройка, это карта коллективов, и влюбленные это тоже карта о сотрудничестве, о партнерстве. Возможно, какое-то партнерство выйдет на первый план. Опять же, тут, видите, в отношениях выпадает человек. Карта говорит, договаривайся полюбовно, влюбленный, попытайся договориться, не ругаться. Найди себе помощника, если мы говорим о работе, найди себе помощника, который поможет тебе выпутаться из этой ситуации. Найди себе врача, карта влюбленные, который поможет тебе решить твою проблему. То есть здесь очень хорошо по карте влюбленных на кого-то опереться, на какого-то человека. Так что, ну и пытаться со всеми договариваться полюбовно, не через конфликт, а именно полюбовно. Так что вот такая здесь история для вас, тельцы, на эту неделю. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.